Здравствуйте! Сегодняшняя лекция Александр Николаевич Островский, основатель Русского национального театра, посвящена 200-летнему юбилею драматурга, который мы отмечаем 12 апреля. Что мы знаем об Александре Островском? Что можно узнать об Островском из его пьес, из его произведений? Ну, почти ничего, потому что такова участь драматурга. Драматургия – самая объективная и самая безличная форма повествования. И герой Островского – это, конечно, вовсе не он сам. Ни слова о себе, о близких, о личном в пьесах мы не найдем. И такова участь великих драматургов. Что мы, например, можем сказать о жизни Шекспира, читая его пьесы, или о жизни Лопе де Вега? Ничего. И то же самое с Александром Николаевичем Островским. Личная его судьба не богата какими-то выдающимися событиями. Он родился в 1823 году в Замоскворечье, это район Москвы, учился в гимназии, поступил на юридический факультет Московского университета по настоянию отца, но не закончил его. Начал работать тоже по настоянию отца канцеляристом в московских судах. Вот он уже набирал этот опыт, который ему пригодится, когда он будет писать свои пьесы. Где-то с конца 1840-х годов он начинает уже сочинять, писать. Островский много читал, был хорошо информирован о том, что происходит в современной литературе, хорошо знал классическую литературу пушкинской эпохи. Первый его литературный опыт – это такая записка, рассказ, который он во многом посвятил, даже так можно сказать, направлению Гоголя. Даже название об этом вам скажет. Смотрите, сказание о том, как квартальный надзиратель пускался в пляс или от великого до смешного только один шаг. Такое название, с одной стороны, очень гоголевское, а с другой стороны, уже очень похоже на то, что потом будет делать Островский, со своими названиями, используя какие-то пословицы и поговорки. Почти всю жизнь Островский прожил в одном месте, в Москве, покидал очень редко Москву, только ради каких-то путешествий, в основном деловых, по Волге, и путешествий в любимое свое имение Щелыково, которое он считал таким местом, где ему хорошо пишется. Какие-то основные моменты его биографии я вам и назвала. Никаких великих потрясений, ни тебе дуэлей, ни участия в войнах, ни службе при царском дворе. Но при этом, как может быть неинтересная биография, личная жизнь драматурга, который населил русскую сцену таким огромным количеством совершенно живых людей? Конечно, это интересно. И Островский, который посвятил всю свою жизнь театру, это такой рыцарь русского театра, мы его называем основателем Русского национального театра. А что значит быть основателем Русского национального театра? А как же Фанвизин? А как же Александр Грибоедов с его знаменитой пьесой «Горе от ума»? А как же Гоголь с его пьесами, прежде всего с «Ревизором»? Здесь нужно иметь в виду то, как понимался театр в это время, в середине XIX века, как он воспринимался в культурном сознании людей. Он, наверное, был такой самой демократической формой обращения к обществу и самой доступной низшим сословиям. И именно театр был таким своеобразным зеркалом искусства, в которое гляделись зрители, общество, видя свои добродетели и свои пороки. И Островскому удалось создать театр, который воспринимается как целостный, очень художественный организм. И этот организм воплотил модель национального мира. Именно поэтому мы говорим о том, что драматург – это основатель Русского национального театра. До него театр прежде всего имел такую почву для отражения индивидуального начала, личностного начала, а не какого-то общего патриархального сознания. Предположим, если вспоминать Грибоедова, Гоголя, то в их пьесах
главное вот этот герой, современно-личностный герой. А Островский, он показывает нам типажи, которые существовали в жизни и в культуре тех слоев, которые сохранили какой-то уклад национальный, национальные формы быта. И вот это очень важно, потому что вот эти типы Островского, они буквально перекочевали из жизни. Все эти солидные купцы, расторопные бойкие приказчики, словоохотливые свахи, вот они буквально сошли из реальной жизни и очень узнаваемы были зрителями того времени. И вот обращение к таким именно героям, к таким типажам позволяет называть Островского Колумбом Замоскворечья, так его любили называть, подчеркивая как бы то, что вот в этой среде замоскворецкой, где он родился, где он жил долгое время, прежде всего рядом с ним были купцы, самые разные, да? И вот он открыл новый тип героя, вот такого купца старообрядца, а потом уже купца почти капиталиста. Вот. И это очень важно было тоже, да, для вот создания, для основы этого русского национального театра. Потом Островский создает особый жанр – народную комедию. Она очень близка к фольклорной комедии. Чем она похожа? Ну, вот этот вот сам, во-первых, сюжет не очень сложный, почти нет чего-то такого жутко авантюрного, но всегда есть какая-то история, да, интересная. И Островский очень органично соединяет литературное начало и фольклорное начало, когда вот изображает мир. Это тоже очень важно. И опять же Островский всегда помнит о том, что пьесу, спектакль, в отличие от текста, знают многие люди, тысячи людей. Там текст может прочитать совсем небольшое количество людей, а спектакль посмотрит очень много людей. И поэтому нужны были какие-то новые формы действия самого сценического. Нужно было как-то иначе это играть. Вот это поведение актеров, это именно в пьесах Островского появилось. Предположим, до этого в тех же переводных, предположим, пьесах, да, с таким пафосом играли актеры, а здесь они играли, ну, уже какую-то живую жизнь, поток жизни. Вот. Потом сама зрелищность, да, театрально изменилась. Это были действительно пьесы жизни. Это вот такой своеобразный термин Николая Добролюбова, который очень тесно вошел в сознание, когда мы говорим о драматургии Островского. Потом, смотрите, опять же, да, конечно, очень важно, что Островский пишет комедии нравов. Он, размышляя, показывая нам ситуации, сложившиеся на каком-то уровне семейном, говорит о вещах, характерных в целом для общества. И поэтому мы говорим, да, это драма, это такая социально-психологическая драма, делая акцент на слове «социальная». Конечно же, когда мы говорим о театре Островского, о своеобразии его театра, мы говорим об особенностях стиля. Это говорящие фамилии, совершенно замечательные, да, по которым можно понять даже вот о человеке, о герое многое. Подхалюзин, Большов, Мурзовецкая. Или, предположим, герой пьесы «Не было ни гроша, да вдруг Алтын». Зовут его так: Лютов, Тигрий, Львович. Такое вот очень, да, символическое имя. Потом у Островского очень интересные ремарки, такие специфические авторские ремарки. У него очень своеобразное название произведений. Мы уже с вами говорили, да, о том, что часто произведения Островского называются, ну, вот буквально пословицами русскими народными, поговорками. «Не все коту масленица», «Не в свои сани не садись», «Правда хороша, счастье лучше» и так далее, да? Это вот тоже такая визитная карточка Островского, подобное название. Но, конечно, прежде всего важно, что это пьесы жизни, они очень реалистичные. В купеческой среде, которую прекрасно знал Островский, которую он наблюдал в течение долгого времени, по его мнению, соединялось
объединялось прошлое и настоящее. И вот он выявляет в этой среде конфликты, социальные конфликты, которые отражают, да, вот реальность, отражают жизнь. И конфликт строится на том, что обычный герой несовместим с этой средой. Он как-то вот выпадает из среды, он в чем-то пытается сопротивляться среде. И очень важно, что Островский показывает нам такого вот, ну, по сути, нового героя, вот того самого маленького человека, знакомого нам по русской литературе, такого простого человека, Островский делает трагическим героем. Хотя сам Островский никогда не называл свои пьесы трагедиями. Любимое его обозначение жанров – комедия и драма. Хотя на самом деле многие его комедии далеко не комедии. И мы можем говорить о трагедиях в его творчестве, чем не трагедия «Гроза». По сути, это такая русская трагедия. И поэтому здесь вот как бы, естественно, мы расширяем, углубляем жанровые какие-то особенности его пьес, несмотря на то, что сам он называл почти все свои пьесы комедиями и драмами. Что еще интересно? Среди героев Островского люди разного возраста, и обычно они составляют два лагеря. Это молодые и старые. Спор старины с новизной, по замечанию замечательного литературоведа Юрия Лотмана, это одна из важных сторон конфликта у Островского. И автор обычно симпатизирует молодым героям. Он их в чем-то даже романтизирует, он поэтизирует вот это стремление к независимости, к самостоятельности. У Николая Добролюбова есть такая знаменитая статья, которая называется «Луч света в темном царстве». Вот название этой статьи очень точно отражает роль героев, вот этих молодых в пьесах Островского. Статья посвящена пьесе «Гроза» и Катерине. Именно Катерина и есть этот луч света в темном царстве. Но так можно сказать и о других героях. Мы больше знаем «Грозу». Мы ее читали в школе, но не случайно именно эту пьесу проходят в школе. Это, наверное, одна из лучших пьес Островского. Не случайно, да, вот мы ее называем даже трагедией. И Катерина, образ Катерины, такой яркий образ, это очень сильная натура, страстная, свободолюбивая. Она светлая, искренняя, но вот эти ее качества абсолютно не нужны в том мире, где она живет, в доме Кабановых. И она не хочет жить по законам вот этого вот мира, по законам темного царства. Она не умеет так жить и не пытается приспосабливаться. Ну, в отличие, например, от Варвары, да? Она ведь молодая тоже, но вот она как-то очень легко приспосабливается к законам темного царства. А вот Катерина не может, потому что вот это приспособление, по ее мнению, значило бы изменить себе, а для нее очень важно быть собой. В Катерине живет потребность любви. Ради любви она готова на все. Как она говорит Борису: «Коли я для тебя греха не побоялась, почему побоюсь ли я людской молвы?» То есть она ради любви действительно готова поступиться даже теми понятиями о грехе и добродетели, которые были для нее святы. И вот это вот желание любви, большой искренней любви, очень характерно для молодых героев и прежде всего молодых героинь Островского, героинь с горячим сердцем, так их можно назвать, вспоминая пьесу, да, с таким названием «Горячее сердце». И вот этот конфликт, как я вам сказала, да, уже старого и нового, конфликт принципов прогрессивных и консервативных, он вытекает как раз из вот этого вот противостояния в семейном каком-то, да, контексте. То есть перед нами вроде история семьи, история семейных отношений, такая вот частная история, да. И в то же время вот эта частная история приобретает такое вот общее социальное, я бы даже сказала, общечеловеческое значение. Что еще? Ну, кроме вот светлого луча, есть и темное царство, да. И не случайно критик Добролюбов, который очень большое внимание уделял творчеству Островского, пишет статью с таким названием «Темное царство», вот о героях-самодурах, которые вот есть такое воплощение, да, темного царства. Но яркий тип такого самодура Тит Титыч Брусков из пьесы «В чужом перу похмелье», или всем нам знакомый Дикой из пьесы «Гроза». Вспоминайте Дикого, он вообще не привык сдерживать себя ни в чем.
он легко очень грубит, он угнетает всех вокруг ругает. И особенно ярко это проявляется именно в семейной, да, какой-то среде. Вот самодурство, которое действительно вот в этих семейно-бытовых отношениях очень ярко проявлялось. Вот в этом смысле можно вспомнить пьесу «Свои люди, сочтемся». По сути, это первая пьеса Островского, которая была напечатана, была опубликована. С нее начинается Островский, а в ней уже заложено то, что будет так важно для него дальше. И вот там есть такой герой Большов, вот такой типичный самодур. Когда он узнает, что его дочь не хочет выходить замуж за того, за кого он велит, за Подхалюзина, он восклицает: «Важное дело, за кого велю, за того и пойдет. Мое детище, хочу с кашей ем, хочу масло пахтаю». Вот это такой типичный самодур, да? И вот таких героев тоже, конечно, показывают очень ярко, живо Островский. Они очень узнаваемы были, и до сих пор, к сожалению, да, они узнаваемы. Часто Островского называют бытописателем замоскворечья или апологетом патриархального уклада жизни. Но на самом деле он гораздо шире этих вот таких вот определений, потому что он свободно переходит из одной какой-то социальной сферы в другую. Ведь он пишет не только о купцах, он изображает и дворянство, и чиновников, такую вот русскую бюрократию, у него есть замечательная пьеса «Доходное место» об этом, да, и интеллигенцию, прежде всего трудовую интеллигенцию. Ну, давайте вспомним того же Кулигина из «Грозы». Замечательно показывает артистическую среду. Вспоминайте там «Без вины виноватые», «Таланты и поклонники», какие там замечательные образы, связанные с актерским миром. И он легко очень переходит из одной социальной среды в другую. И он оценивает общество не по какой-то конкретной только, да, вот ситуации, по какой-то конкретной социальной среде, а в целом. Вот это тоже очень важно. Создавая какие-то характерные для своего времени, для определенной среды персонажи, он таким образом показывает нам состояние общества в целом. Причем очень интересно, что ведь Островский писал не только на злобу дня пьесы, не только пьесы о современности, у него были исторические произведения, ну, по названиям понятно, о чем они. Козьма Захарич Минин «Сухорук» пьеса, да, или пьеса Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский. А его знаменитая «Снегурочка», сказка, написанная вообще на таком очень интересном материале. Это сказка, но, с другой стороны, это размышление о неком идеальном обществе. И используется здесь материал древних народных преданий. Даже в каком-то смысле создается миф, да, такой вот национальный миф о Снегурочке Островским. И это тоже чрезвычайно интересно. Вот я вначале вам говорила о том, что Островский очень много сделал для театра. Он не только написал 47 пьес, и он очень активно ставился при жизни. Почти каждый год выходили его премьеры в Малом театре в Москве, в знаменитой Александринке Санкт-Петербурга. Причем история эта продолжается до сих пор. Островского очень хорошо ставят до сих пор, есть самые разные интерпретации, и очень часто театры обращаются к его произведениям. Но здесь важно, наверное, что он очень много сделал для театра и в другом плане. Он развернул широкую деятельность по какому-то устройству, благоустройству жизни актеров, улучшению их быта, улучшению условий творчества. Именно он был одним из организаторов так называемого артистического кружка, где собирались актеры, это такой был своеобразный клуб, где они могли поговорить о каких-то своих проблемах, поделиться опытом. Потом, опять же, он был организатором собрания русских драматических писателей. Оно позже было переименовано, но суть не изменилась. То есть это, опять же, общество, которые помогали театру, театральным деятелям, не только актерам, но и авторам. Островский писал о театре, у него есть статьи, записки, посвященные проблемам, связанным со зрителями, с вот этой социальной дифференциацией зрителей, проблемы, связанные с репертуаром, с авторским правом, с учебой актеров. Это вот такие вот темы, которые позволит себе человек, только хорошо знающий театр. Островский таковым и был.
В конце 1885 года его назначили заведующим художественной и репертуарной частью всех московских театров. Такая была должность. Наверное, еще важно сказать о том, что Островский был еще и переводчиком. Прежде всего, когда мы говорим о его переводах, мы вспоминаем переводы Интермедии Сервантеса, замечательные совершенно переводы. И, наверное, очень символично, что Островский умер, это было в 1886 году, в его родном Щелыково, в его вот этом имении любимом. Он умер за столом во время работы над переводом Шекспира, Антоний и Клеопатра пьеса. Смотрите, Островский, которого часто называют русским Шекспиром, потому что его вклад в развитие театра, национального театра, равнозначен тому, что сделал Шекспир для Англии, для английского театра и английской культуры. И вот здесь вот как бы такая перекличка, да? Островский, который умирает, переводя Шекспира. Вот такое замечательное явление, театр Островского. И, как я уже говорила, мы, называя его основателем Русского национального театра, как раз вот выделяем эти моменты. Да? Мы говорим о новых типах, ярких, узнаваемых, которые создал Островский. Мы говорим о народной комедии, мы говорим о будничных каких-то ситуациях, которые приобретают уже такое вот социальное звучание, почти до трагического уровня даже доходят. Мы говорим об остроте нравственной проблематики, смягченной таким вот юмором Островского. Мы говорим об удивительном языке героев, вот об этой выразительной очень речи героев, о народном красноречии. Мы говорим о очень органической связи пьес народных комедий Островского с фольклором, с народным творчеством. Вот эти черты позволяют нам действительно говорить о том, какую огромную работу сделал Островский для создания вот этого Русского национального театра, этого здания, да, Русского национального театра, или даже, можно сказать, этого дерева Русского национального театра. Вот это то главное, что я хотела вам сказать. И вот у меня здесь лежат книги, я хотела обратить ваше внимание на эти книги, они принадлежат, они как бы входят в фонд нашей библиотеки, их можно найти в зале редкой и ценной книги. Это книги старые, конца 19-го, начала 20 века. Очень интересно, да, что вот они сохранились. Книги и самого Островского, вот один из томик из полного собрания его сочинений. Вот. И книги, которые уже посвящены его творчеству. Вот, например, такая своеобразная лекция Нелидова, такая вот тоненькая книжечка, вышедшая в 1901 году, где говорится о персонажах Островского. Видите, да, название «Островский и его дореформенные типы». Или книжечка, такой сборник, в который собраны статьи, посвященные Островскому. Здесь есть и Писарев, и Добролюбов, естественно. И вот очень показательно, что об Островском писали много в его время, и до сих пор продолжают выходить исследования, посвященные его творчеству. То есть его театр жив во всех смыслах, и к нему обращаются и как бы вот театральные деятели, ставят новые интерпретации, новые пьесы какие-то. И то, что вот как бы литературоведы, ученые, специалисты по истории театра тоже обращаются к наследию Островского, и появляются все новые и новые работы. То есть действительно это живой мир, который мы называем театром Островского. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всего доброго.